Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 марта. Смотрим с вами все знаки зодиака по очереди от Овнов и до Рыбок. Но я смотрю в двух частях по 6 знаков. Смотрим Овны первые. 13 марта. Овны, понедельник. События дня. Подарочек. Ой, подождите, две потянула. Скользкое дело, рыба. Застолье. Подарок застолья. Солнце нельзя. Болезнь, плохое самочувствие. Дорога. Новость нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите, 5 событий у вас получается. Какое-то застолье в этот день будет, подарки, поездка. Это из плюсов. А из минусов может быть плохое самочувствие, или же будете заниматься своим здоровьем в этот день. И скользкое дело. Да, то есть рыба — это какие-то схемы, махинации, то есть надо быть осторожными. Или же иногда вместе с застольем, если выпадает рыба, обозначает просто, да, какую-то вкусную рыбу. Но опять же, да, то есть рыба и тема здоровья. Возможно, рыба будет плохой, как вариант, да, то есть тут могут быть разные сочетания, да, и прочтения этих событий. Так что вот такая информация для вас. Овны на понедельник. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к тельцам. Марта, понедельник, события дня. Для тельцов покажите мне, какие у них будут события в понедельник. Подождите, что у меня тут дергается? Исполнение желания. Первое, что у вас увидела. Цветочек. Интимная связь. Кровать. Хорошие новости. Ножницы нельзя. Колодец нельзя. Замок. Замок всегда показывает, что открываются какие-то секреты, тайны. То, что было от нас скрыто. Любовь. Мешок с деньгами. Разлука. Чемодан. Свидание.
Корону нельзя, потому что обе карты зафиксированы. Ни ту не могу переложить. Подарок то же самое, да, то есть и это зафиксировано, и это зафиксировано. Здесь нет. Значит, смотрите, у вас точно в этот день все отлично в личной жизни. Любовь, кровать, свидание. Да, то есть личная жизнь супер. Исполнение желания, хорошие новости из плюсов. Также деньги, но деньги здесь может быть и траты. Тут сложно сказать, как они придут, уйдут, событие, связанное с деньгами будет. И также еще откроется какая-то информация. Возможно, вот эта новость, да, то есть информация, которая придет, она была от вас раньше скрыта. И единственный, да, у вас тут выпал минус, это разлука. Разлука, расставание. Ну, может быть, здесь как вариант у тех, кто пока еще не живет вместе, да, то есть вы просто встречаетесь, имеется в виду свидание, да, любовь, и потом разлука, да, то есть разъехались каждый по своим домам. Ну, как вариант, может быть так. Ну, вот такой день у вас будет замечательный в понедельник. Много хороших событий. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Так, близнецы, смотрим. Тринадцатое марта. Близнецы. События дня на понедельник, 13 марта. Деловая встреча, свиток. Любовь. Мешок с деньгами. Ссора. Колодец нет. Интимная связь. Ну или кровать — это еще желание пораньше лечь спать. Да, то есть если интимная связь вам не актуальна. Угу. Здесь еще, смотрите, могла быть новость. Да, то есть либо кровать, либо новость. Но я кровать увидела, поэтому я ее поставила. Если вы увидели молнию, значит у вас проиграется как получение информации. И весы нельзя. Значит, смотрим, что получается. У вас выходит все хорошо в личной жизни, да, любовь и кровать. Ну, либо возможность познакомиться, есть большая вероятность. Дальше какие-то события будут связаны с деньгами. В этот день будет встреча деловая. Ну, свиток часто показывает подписание каких-то документов, бумаг, может быть. И метла выпала. У метлы два значения. Первое основное значение — это ссора, то есть вы можете с кем-то поссориться. Ну, такая несерьезная, но тем не менее ссора. И второе значение — это еще наведение порядков, да, то есть уборка. Поэтому, возможно, вы в какой-то сфере будете наводить порядки в этот день. Ну, вот такой день как бы. Минусы небольшие у вас. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Раки, 13 марта.
События дня, понедельник. Для раков покажите мне. Чемодан, первое, что я увидела. Чемодан, разлука. Может быть, кто-то будет уезжать в этот день. Событие, которое повторяется каждый месяц. Надежда. Неприятность. И получение какого-то документа, бумаги, справки в этот день. Надежда на получение. Так, значит, смотрим. У вас получается 5 событий. Первое, Луна указывает на какое-то повторяющееся событие, которое постоянно, да, с вами происходит. Ну, раз в месяц, да, приблизительно, там каждый месяц может происходить, может быть, даже в определенных числах. Дальше чемодан, разлука, расставание с кем-то. Надежда, получение и неприятность. И вот, смотрите, неприятность выпала перед получением. Что это может быть? Они могут быть связаны. Поэтому, если вам надо бы что-то в этот день получать, да, какой-то документ, например, неприятность, не успеваете, не взяли какой-то документ, что-то перепутали, не так заполнили. Поэтому неприятность всегда предупреждает вас быть просто очень внимательными в понедельник. Да? То есть не витать в облаках, а когда что-то собираетесь куда-то или что-то делаете, заполняете, отправляете, просто все перепроверять. Возможно, удастся избежать этой неприятности. Вот такая вот информация для вас. Тут предупреждения даже больше у вас как-то выпали на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу ко львам. Так, львы. 13 марта. Марта, львы, события дня. Понедельник. Что у львов будет? Покажите мне, что они должны знать. Лебедь, верность. Цыпленок либо бокал. Ну, первый, понятно, мне дело бросился в глаза цыпленок, оставляю его. Цыпленок показывает детей, общение с детьми. Тут, скорее всего, будет какая-то совместная, не знаю, может быть, поход куда-то, событие совместное, на котором будет любимый человек и дети. Но если вы увидели бокал, значит, у вас проиграется застолье. Конверт. Получение. Что-то получите еще в этот день. Два сердца нельзя. Пустые разговоры. Колокольчик. Много болтовни. Свидание.
или приятное времяпрепровождение, приятная какая-то встреча. Дорога. Дорога, да, на это свидание. Новость. Корону можно. Корона показывает каких-то влиятельных людей, представитель закона, власти. Это нам может быть, например, учитель, да, в школе у ребенка, как вариант. Здесь нет. Значит, смотрите, что у вас выпадает. У вас все прекрасно в личной жизни, да, потому что выпадает верность, да, парочка и свидание. Дальше у вас выпадает общение с детьми. Могут быть не ваши дети. Общение с каким-то влиятельным человеком, получение чего-то, документа, справки, посылки, пустые разговоры, дорога и новость. Придет какая-то новость еще в этот день. Так что все события, в принципе, у вас получаются позитивные. Их много, но все хорошие. Так что день будем считать у вас замечательный. Благодарю за внимание, Львы. Перехожу к девам. Девы, 13 марта. Понедельник, события дня для дев. Покажите мне. Солнышко, радость. Обман, маска. Деньги. Смотрите, не очень хорошо, да, то есть обман ложится рядом с деньгами. Поэтому, если в этот день будете что-то покупать, да, обязательно проверяйте качество. Если будете переводить деньги, обязательно проверяйте, туда ли вы переводите. Счет, фамилию, все перепроверяйте. Так, а теперь смотрим горизонтали, вертикали. Победа еще вот есть. Ну, тут даже если, видите, что-то и произойдет, то флаг показывает, что все равно вы для себя получите нужный вам результат. Да, то есть решите этот вопрос. Чашку нельзя. Здесь нет. Значит, у вас 4 события. Первое – это, да, вот первая половина дня. Радость, хорошее настроение, вы очень довольны, все прекрасно. Дальше второе событие выпало. Обман, да, то есть надо быть осторожными, могут в этот день обмануть вас. Третье событие – деньги, финансы. Это может показывать покупки, переводы денег, снятие, обмен, то есть какие-то события, связанные с деньгами. И победа. Так что у вас тут одно предупреждение, это будьте осторожны, чтобы вас никто не обманул.
Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части, не в этом видео, в другом. Ссылочку на вторую часть я уже для вас оставила внизу в описании. Прокручивайте вниз и там найдете. Ну, также можно еще найти на моем канале Таро Дома. Также можно оставить запрос в комментарии, если не получается нигде найти. Да, то есть можете оставить запрос, я постараюсь, да, в течение дня стараюсь на все комментарии ответить. Жду вас во второй части.